Дарагія сябры, мы вітаем вас на первом белорусско-яўрэйскім фестивале «Райсиш Йиддишер фестиваль». Этот фестиваль создан для того, чтобы рассказать об уникальной белорусско-еврейской истории и культуре, о взаимосвязи двух культур. Еврейская история – это неотъемлемая часть истории Беларуси, целый пласт наследия, которым мы по праву можем гордиться. Мы убеждены, что фестиваль станет шагом на пути к более глубокому пониманию своей национальной идентичности и истории. В течение недели вы сможете посетить премьеру спектакля, приготовить белорусско-еврейский ужин, прогуляться улицами еврейского Минска с персональным аудиогидом, увидеть фильм о еврейских мигрантах, пообщаться с британским режиссером с белорусско-еврейскими корнями, послушать музыкальный подкаст и узнать ответы на самые острые вопросы о белорусском еврействе. Вас ждет 7 уникальных проектов, подготовленных командой Центра белорусско-еврейского культурного наследия вместе с нашими партнерами. Мы благодарим всех, кто поддержал этот фестиваль, и всех, кто примет в нем участие, и желаем вам незабываемого и вдохновляющего путешествия. Еврейскую культуру в Беларуси можно по праву отнести к всемирному культурному наследию. Много известных художников, музыкантов, исследователей, архитекторов подарили миру именно белорусские евреи. И именно это культурное наследие связывает Беларусь со всем миром. Гете-институт сотрудничает с Центром белорусского еврейского культурного наследия с самых первых дней. Вместе мы показали белорусам выставку об Эми Уайнхаус, которая тоже имеет белорусские корни. Наша общая цель – сделать еврейскую культуру в Беларуси и Европе более доступной. Я очень доволен программой первого фестиваля, который пройдет онлайн. А я уверен, что каждый из вас найдет что-то интересное именно для себя. Присоединяйтесь к нам. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Алекс Гольдман-Шайман. Прошло чуть больше 2 недель с момента моего приезда в Беларусь. И вот я уже имею приятную возможность поздравить Белорусско-еврейский фестиваль. Это для меня фестиваль отличная возможность познакомиться поближе с историей и культурой евреев Беларуси. Как мне кажется, известно всем, многие основатели и руководители государства Израиль уроженцы белорусской земли, включая создавателя Элиеза бен Иуда, который создал иврит, возобновил иврит, президенты нашей страны Хаим Вайцман, Шимон Перес и многие другие. То наследие, которое они привезли в Израиль, в Эрец-Исраэль, оказало огромное влияние на наше государство и на наше общество. Мне кажется, что евреи всегда являлись и продолжают являться значимой частью белорусского общества. И вот фестиваль – это отличная возможность для наших народов еще лучше и глубже познакомиться и понять друг друга. Также приятно видеть, что вот COVID-19, эта эпидемическая ситуация, не помешала реализации этого важного начинания. Я уверен, что каждый из нас сможет найти для себя что-нибудь интересного в фестивале. Для меня, например, премьера аудиогида по еврейскому Минску – это будет для меня особо интересно, для того, чтобы больше узнать и познакомиться с городом. Я хочу поздравить всех с премьерой этого проекта, пожелать удачи организаторам и присоединиться к аудитории, которая с нетерпением ожидает начала этого праздника. Спасибо вам. Szanowne gospodarstwa, Polski Instytut w Mińsku z wielkim zadowolnieniem przyjął zaproszenie stać partnerem białorusko-еврейского festiwalu. Ja przekonany o особливym znaczeniu inicjatyw realizowanych białoruskimi kulturnymi ustanowami sumieсно z dyplomatycznymi przedstawnictwami. Dany projekt, festiwal, ciekawy i ważny, ponieważ еврейская historia i kultura zjawiająca nieodjemnej częścią europejskiej, w tym liku białoruskiej historii i kultury. Ja spodziewam się, że festiwal przejdzie pospiechowo i pokinie u jego udzielników pozytywne wrażenie. Dziękuję wielkie.